Огромная долина тянется вдоль древней реки Ага. В этой долине уже 300 лет живут наши предки, представители 8 родов хоринских бурят. По этой земле они кочевали, меняя пастбище, и здесь паслись многочисленные стада овец и табуны лошадей. В начале 20 века наблюдаются первые признаки оседлой жизни. В обществе скотоводов появляются первые представители бурятской интеллигенции, появляются грамотные учителя и открываются школы. К 1912 году в селении Агинском уже работает 4-классная школа с 50 учениками. Западнее селение Агинское также были обжиты нашими дедами земли Амитхаша, Улирта, Тутхолта, и хотя стремление к открытию школы было большим, царское правительство не спешило строить школы, поэтому был один выход – строить школу на свои средства. В то время Урдага составляла Урдагинское булочное общество, в состав которого входили земли Урдагинские, Аршантуйские, Удагантуйские, Дундагинские. Местность Тутхолтын-Адак был административным центром в то время. Началась работа по заготовке древесины, пиломатериалов, и началось строительство здания начальной школы, и открыта была эта школа в 1916 году. По инициативе нашего земляка, профессора Цибикова Гамбажап, была построена 2-классная начальная школа, именуемая в народе в то время Улан-Хургуля. Это место было выбрано не случайно. В середине XIX века здесь жил первый тайшаги Сангя Данжинов. Тутхолтын-Адак – это один из уртонно-почтовых остановок Агинско-Дульдургинско-Акшинского почтового тракта в то время. Уртоном называли расстояние, которое преодолевал всадник в течение 1 дня. Уроженец местности Урдага Гамбажап Цибиков уже работал профессором Восточного института во Владивостоке. Наукой занимаются будущие профессоры Базар Барадин, Цибенджам Сарано. Уже работают в школах учителя Дашидандак Банзаракшин, Шайжул Хамамазарон, Будар Абданов. Школа имела 16 двухместных парт, баню, кладовую. Первоначально было одно 2-классное здание, но со временем база данной школы наращивалась, прирасталась, и профессор Цибиков безвозмездно передал свой собственный дом в фонд школы. Своей малой родине сделал такой подарок. И с 1916 года по 1939 год эта школа в течение вот этих 23 лет находилась именно в местности Усть-Тутхолтой. Велик был отсев учащихся, а порой их распускали до окончания учебного года из-за исключительно тяжелых условий, особенно из-за нехватки продуктов питания для учащихся. Поскольку кочевые скотоводы жили разрозненно, детей нужно было собрать для учебы и содержать, а общежития не было, не хватало учебников, не было элементарной бумаги для письма, и дети голодали. В первые годы учебы в школе изучали старомонгольскую письменность, русский язык, арифметику, чистописание. К 1938 году вокруг школы образовалось поселение из десятков домов. Здесь же был Урдагинский сельсовет и магазин. В 1930 году школа со старомонгольской письменности переходит на латинский алфавит, и только в 1939 году переходит на кириллицу. Еще во время войны, летом 1943 года,
было принято решение Агинского райисполкома об открытии в Урдаге 7-летней школы. Решение было вызвано тем, что из-за материальных нужд многие учащиеся были вынуждены оставлять школу, и школу нужно было приблизить к населенному пункту Урдага. Школьное здание имело двухклассное помещение, 3 учительских квартиры и 1 для технических работников. В 1939 году, наверное, согласие вышестоящих органов района того периода Аймачного комитета, была разделена на 3 школы. Это прежде всего Урдагинская начальная школа, была прикреплена за базовым хозяйством колхозом имени Ворошилова, обслуживала детей колхозников колхоза имени Ворошилова. Удогантуйская начальная школа – это обслуживала детей колхозников колхоза имени Молотова, была перенесена в местность Удогантуй. И Дундагинская начальная школа обслуживала население колхоза имени Сталина, село Сахюрта. И в 1943 году, как свидетельствуют исторические данные, Урдагинская начальная школа была преобразована в Урдагинскую 7-летнюю школу. Из слов Балсандукжитовой узнаем, что здание начальной школы было разобрано в 1940 году. В то время мелкие артели и коллективные хозяйства, которые были созданы в начале 30-х годов, были укрупнены и находились на центральной усадьбе нынешнего села Урдага. «Я поступила в школу уже в Урдаге», рассказывает Балсандукжитова. В то время уже шла Великая Отечественная война, и дисциплина была строгая. Нас заставляли ходить строевым шагом, у каждого должна была быть своя винтовка. Винтовки мы изготовляли сами. Трудно было найти досочку, из которого нужно было изготовить деревянную винтовку. Мы ходили и искали кусок доски, потом срисовывали на доске контур винтовки и выпиливали что-то похожее на ружье. Не важно было, как ты сделал, важно было, чтобы мы привыкли к ношению оружия. Так нас учили военному делу. Если на уроке военного дела у кого-то не было винтовки, его могли выгнать из урока. Нитка и иголка должны были быть прикреплены на пилотке. Мы ползали по-пластунски, рыли окопы, пели военные песни. Великая Отечественная война закончится, когда она будет заканчивать 6 класс. После войны была большая голодовка. Это были трудные годы, и очень много детей были вынуждены бросить школу и вернуться в степи к родителям. В 1943 году начальная школа была преобразована в 7-летнюю. Работало всего 5 учителей. У нас были пустые парты, книг и тетрадей было очень мало, питание было скудным, но мы учились. После 7 класса поступил в педагогическое училище. В начале 70-х школа стала 8-летней. Получив образование, я работал учителем физкультуры, спортзала не было, все уроки проводились под открытым небом. Когда школа стала средней, продолжил работу в должности директора школы. Мы находимся здесь, вот фундамент сохраненный, здание двухклассной школы, перевезенное с местности Тутхултуй. Двухклассная начальная школа. Вот здесь буквально до недавнего времени здесь существовало это здание, именуемое в народе Улан-Гургуля, Красная школа. И та школа, которую подарил профессор Цибиков Урдагинской школе, была перевезена с Тутхултуя вот в этом районе за стадионом, за спортивной площадкой нашей местной школы. Вот буквально здесь
было здание Урдагинской 7-летней школы, построено в 1952 году под руководством тогдашнего директора Лайдавона Лайдаповича. В 1965 году школа стала средней, и первый выпуск состоялся в 1967 году. В том же году школа была переименована в среднюю школу имени Гамбажап-Ципикова. Сегодня школа называется по-другому. Это муниципальное, бюджетное, общеобразовательное учреждение. За свой вековой путь наша школа от начальной Тутхалтуйской начальной школы выросла до Урдагинской средней школы, одной из лучших школ Агинского Бурятского округа. Неоценимый вклад в летопись школы внес Жигмитов Дарымбазар Жигмитович, который вел архивные материалы, записи, сохранил. И по этим записям мы восстанавливали историю нашей школы. Также, перелистывая страницы истории, мы все больше удивляемся, узнаем многого. И, конечно, хочется отметить примечательные страницы нашей школы. Итак, в 60-х годах в учебно-воспитательный процесс внедрялись методики и принципы производственного обучения. Так внедрялась опытническая работа на пришкольном участке, выращивались плодово-ягодные деревья, создавался живой уголок в школе. Дети выезжали на овцеводческие стоянки, оказывали помощь к родному колхозу. Ну и, конечно, впоследствии, в результате тех трудовых навыков, которые получили они, работая в овцеводческих производственных бригадах, они оставались на производстве родного колхоза и впоследствии становились участниками выставки ВДНХ, награждались грамотами и медалями за трудовую доблесть. И на протяжении всего своего развития наша школа внедряла инновации, новшества, всегда была впереди. И, конечно, здесь хочется отметить, что наши учителя внедряли и разные технологии современные, и становились тьюторами. И в 2006 году школа стала обладателем федерального гранта президента по программе «Как школа, внедряющая инновационные программы развития». Школа успеха, где главным является ученик, учитель и, конечно же, школа. Наш музей был создан в 2000 году. Инициаторами создания музея были Мукуев Батмадашевич и Болотова Галина Цариндашевна. Первым руководителем музея была Аюрова Будаханда Жамбаловна. И по созданию музея были созданы и разработаны необходимые организационные документы. И в музее нашей школы проводятся различные музейные уроки, классные часы, уроки истории, английского языка. Сегодня наша школа является ресурсным центром окружного уровня, внедряющая профильное обучение по подготовке к ЕГЭ, творческая лаборатория краевого уровня, участвует в различных всероссийских форумах и неоднократно становилась лучшей школой Агинского Бурятского округа. Сегодня, отмечая юбилей, мы хотели бы вспомнить о наших ветеранов. Среди них заслуженные учителя Жигжитов Адакбы Жигжитович, Юмов Юмсун Дюмович, прекрасные наши руководители, педагоги. Это Жигмитов Дармабазар Жигмитович, Минджур Доржин Бальжнима Даржиевич,
Балданжабон Цицик Жамьяновна, Болтова Галина Терендашиевна, Батамукуева Гама Дунгелаевна, Мункуев Бадма Дашиевич. Сегодня все те традиции, которые были заложены нашей плеядой славных ветеранов, находят отражение в последующем поколении педагогов. Среди наших педагогов 16 являются выпускниками нашей школы. Из 31 педагога 9 учителей имеют высшие категории. Многие награждены государственными и ведомственными наградами, почетными грамотами округа и района. Ну и, конечно, хочется отметить здесь наших учителей, которые становились лучшими учителями России. Это 9 наших учителей. Наверное, ни в одной сельской школе Забайкальского края такого нет. Обладатели федеральных грантов – это учитель физики Царигма Гурудармаева, учитель физкультуры Баир Гурудармаев, учитель начальных классов Дарима Дугарова, учитель биологии Мадыгма Даржаева, учитель истории и обществоведения Сакьяна Жамсараджапова, учитель начальных классов, обладатель 3 федеральных и региональных грантов Татьяна Базаргуруева, учитель химии Цибикжап Жигмитова, учитель технологии Намсаре Баракшонов, обладатели региональных грантов, учитель математики Циндыма Жигмитова, учитель английского языка Бальжима Далаева, обладатели муниципальных грантов, учитель русского языка и литературы Сасигма Дамбиева, преподаватель и организатор АБЖ Арслан Лексаков, учитель начальных классов Светлана Бадмаева. Я люблю свою школу, потому что она родная. В ней тепло, уютно, повсюду цветы. Каждый день я спешу к своим одноклассникам, чтобы решать сложные задачи, но мне никогда не трудно. Мою учительницу зовут Татьяна Батоевна. Она красивая, молодая. Учащиеся школы получают разнообразные знания, и знания получают полезные, которые могут быть применимы в дальнейшей жизни. Это прикладное искусство, где дети учатся создавать и созидать. Если вы будете правильно питаться, то сможете жить 120 и 150 лет. Значит, в нем очень много вредной и неполезной пищи. Наша школа – это не только уроки, но и соревнования, поездки, праздники, олимпиады, где мы с одноклассниками учимся дружить, понимать друг друга, общаться. Я хочу, чтобы наша школа всегда была такой неповторимой. Дети в своем селе учатся музыке, нотной грамоте. В школе все делается для всестороннего развития ребенка. Школе 100 лет. Из них 42 года я вместе с родной школой. Народ здесь работает удивительный. Из поколения в поколение руководители наши были мудрые, предприимчивые. Педагогический коллектив мобильный, креативный, учащиеся инициативные, технические работники добросовестные. Так в чем же секрет успешности нашей школы? И вот когда задумываюсь над этим вопросом, думаю, что секрет все-таки заключается в постоянном развитии. Коллектив никогда не останавливается на достигнутом. И участвуем во всех начинаниях, инициативах по развитию современной модели школы. Деятельность коллектива окупается в разы. Развиваются наши дети, которым мы отдаем прекрасные порывы нашей души.
Занятию спортом уделяют особое внимание. Многие учащиеся добиваются высоких спортивных результатов в масштабе своей школы, района, округа, края и становятся настоящими мастерами спорта. Сборная команда школы по хоккею под руководством тренера Баира Гурадарамаева дважды становилась чемпионом Читинской области. Сборная школы по легкой атлетике под руководством учителя физкультуры становилась многократным чемпионом на краевых соревнованиях. Меткость наших предков в стрельбе из лука до сих пор сказывается на их потомках. Сегодня многие школьники выполняют нормативы кандидатов в мастера спорта по стрельбе из лука. Сегодня на этот день мы Несуша-Агинского района имеем такие результаты, что у меня ученики 2 кандидата в мастера спорта, и там, все они разрядники, конечно. Также работал клуб восточных единоборств «Даян». На этом ковре растут сильнейшие борцы. На сегодняшний день наших, моих подопечных, чемпион края есть Шайон Ужиглин, напоследок среди 2000-2001 годов рождения. Есть и Абидуй Бато есть среди младших групп, тоже чемпион края, района. Сейчас на данный момент у нас Шайон Ужиглин отправился в город Красноярск на зональные соревнования. И Жамбал Баир, тоже призер края, чемпион края. Поехали они в Красноярск, там выступают на зональных соревнованиях. С каждым годом выпускники школы становятся все красивее, выше, ярче. Эти волшебные минуты не обращаются горечью расставания, ведь многие из них, получив дипломы, вернутся обратно, чтобы работать на своей земле и быть преданными своей малой родине. Мы не просто выпускники 11 класса, мы 50-й юбилейный выпуск. И наша школа самая замечательная. Креативная. Потрясающая. Успешная. Спортивная. Творческая. Дружная. Оптимистичная. Интеллектуальная. Мы гордимся нашими учителями и нашими учениками. Поздравляем нашу родную школу с юбилеем! Юбилей!